Я Дамбаев Хамзат Вахидович, 1948 года, образование высшее, гуманитарное, из города Урус-Мартан. Хочу поведать в нескольких словах о облике чеченца и как этот облик и его менталитет проявляется в его внешности и в привычках. Чеченцы придавали большое значение своему внешнему виду и проявлению своих каких-то желаний, привычек. Обычно чеченца окружает прекрасный ландшафт. Горы чередуются с плоскогорьем, плоскогорье с равниной. Естественно, с юга на север текут в сущности родники горные, они на равнине превращаются в реки. По берегам рек зеленые травы, густые рощи, и ландшафт, и природа, естественно, и звери, и птицы, все это как-то смешивается и налагает какие-то особые требования и к поведению человека, наверное. Поэтому чеченцы придавали особое внимание и своему внешнему виду, и своему внутреннему внешнему облику, а также и их проявлению. Во-первых, чеченец своими действиями оберегал окружающую среду. Ярким свидетельством тому являются, например, вот такие примеры, о которых мы очень мало сегодня задумываемся. По отношению к, допустим, скажем, к воде, загрязнять воду нельзя. Почему нельзя? Потому что можно рассердить богиню, водную богиню. Когда идешь на прополку, то обязательно орудие производства, мотыгу, человек прятал, заворачивал его. Сейчас это воспринимается как будто как проявление культуры, то есть некультурно с обнаженной мотыгой передвигаться по улице. А в те времена почему заматывалась мотыга, почему она скрывалась? Скрывалась она от растительности. Растительность тоже пугается, как будто она живая. Дальше то же самое было, и дровосек шел, закутав топор в какие-то тряпки, чтобы не пугать там деревья и так далее, и так далее. Кто-то может подумать, что это какие-то сказочные россказни. Это была не сказочная россказнь, это была целая программа проявления аккуратности человека по отношению к окружающей среде. Мы сегодня очень часто, не только у нас в республике, да и за пределами, да и во всем мире, все люди озабочены экологией. А в те времена эта экология была связана с душой, с нравом каждого человека, каждой личности. Оно воспитывалось, естественно, с малолетства. Начиналось оно с колыбели. И, естественно, это бережное отношение к окружающей среде. Никем оно вроде бы и, как в нынешних условиях, специальных учебных заведениях не изучалось, она не анализировалась, но тем не менее с каждым человеком это было. Далее,
следующий момент. Проявление, то есть гуманное, милосердное отношение к окружающим людям. Естественно, в взаимоотношениях людей были установлены неписанные какие-то нормы моральные, нравственные, и насколько четко они соблюдались. Например, если же происходит какое-то недоразумение между двумя людьми, то обычно этих людей мирили. Кто их мирил? Или же те люди, которые сами рассорились, по истечению некоторого времени они одумывались, кто-то из них одумывался. И, естественно, эти люди прощали друг другу нанесенные обиды. Очень часто в исторической литературе, да и в современности, очень много россказней о вендетте, то есть о кровомщении. Вендетту и кровомщение у чеченцев было не таким, каким его представляют, например, современные люди, или оно было вроде таким, как его описывают некоторые апологеты, противники чеченской культуры, которые пытаются представить нрав чеченцев по словам этих классиков, что чеченец вечно живет да точит кинжал. Конечно, все это неправда. Вот, например, если от рук человека погибал кто-то, то действительно ему объявлялась кровная месть. Но чтобы исполнить эту кровную месть, кровомститель должен был укладываться в установленные рамки. Своего кровника нельзя было убивать среди людей. Своего кровника нельзя было убивать, если он поворачивался спиной к своему противнику, если он был безоружен, если он был у кого-то в доме. То есть этих запретов было масса. В сущности, получалось, что кровника невозможно убить ни при каких обстоятельствах. Пример, то есть надо было подыскать такие условия и обстоятельства, чтобы убить этого убийцу, такие условия, которые укладывались в соответствующие рамки.